Доброе утро! Проект реализации Центра спортивной медицины будет создан уже в этом месяце. По этому поводу у нас сегодня в гостях главный врач Грозненского врачебно-физкультурного диспансера Бекхан Мавлаев. Доброе утро! Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, какова задача этого проекта? В Чеченской Республике в настоящее время функционирует один городской врачебно-физкультурный диспансер и 10 кабинетов по спортивной медицине, это в центральных районных больницах. Создание данного центра спортивной медицины, позволит на более высококачественном уровне обследовать спортсменов и позволит этим спортсменам реализовываться в спорте высоких достижений уже на грани физических, физиологических своих возможностей. А кто является инициатором? Инициатором, как и много всего другого, является, конечно, глава республики, герой России Рамзан Ахматович Кадыров. Он инициировал создание данного центра, данного проекта. Министерство здравоохранения совместно с Министерством спорта Чеченской Республики. А сколько, если брать в количестве, медицинских организаций будут участвовать в этой программе? В настоящее время планируется 15. 13 районных больниц республики, Аргунская городская больница и врачебно-физкультурный диспансер города Грозного. То есть один лечебно-физкультурный диспансер и все остальные больницы? Да. Это первый проект подобного рода, и какие планы у вас на будущее? Мы развиваем врачебно-физкультурную службу с 2012 года. Распоряжением мэрии города Грозного был создан этот диспансер, он начал функционировать. В настоящий момент на учете в диспансере находится почти 16 тысяч человек-спортсменов. Они в год два раза проходят диспансеризацию, проводят свое обследование. Есть ли у вас такая функция и возможность в центре, значит, дети, которые еще не определились с видом спорта, но которые желают заниматься и развиваться, то есть может родитель привести к вам и вместе с вами определить тот уклон, который ему нужен? Мы вот для этого хотим создать центр медико-биологического сопровождения, вот именно центр спортивной медицины, потому что это должно быть на генетическом уровне проводить соответствующие анализы и обследования. Мы проводим большой такой спектр обследований, это и холтерское мониторинг, и УЗИ сердца, сосудов, то есть у нас на это все есть возможность. Мы обслуживаем все спортивные массовые мероприятия, проводимые в республике, то есть за прошлый год только таких крупных мероприятий, которые республиканского, международного уровня, мы обслужили 158. А именно вот, чтобы определить, заниматься ребенку тем или иным видом спорта, в зависимости от состояния его здоровья, мы и даем эти рекомендации. Опять-таки, если у ребенка проблема, например, начальный этап зрения, то мы говорим, что боксом нежелательно. То есть, если у ребенка, например, там позвоночник... Но вы ведь уже знаете, что можно посоветовать этому ребенку. Да, конечно. Но этот центр, который мы планируем создать, он больше для спортсменов высшего достижения. То есть это те, которые будут уже идти на чемпионаты, это взрослые спортсмены, состоявшиеся, которые уже вот центр спортивной медицины, он будет создан для этого. А для массового спорта, вот врачебно-физкультурный диспансер, который у нас сейчас функционирует, и мы, которые развиваем эти кабинеты спортивной медицины в центральных районных больницах, их нигде не было. А есть ли уже конкретный ответ на вопрос, будет ли это платно? Врачебно-физкультурный диспансер работает совершенно бесплатно. Все кабинеты в районных поликлиниках, да, они все работают бесплатно. Ни один спортсмен не может пожаловаться ни на телевидение, никуда, что с него в диспансере или в кабинетах будут взиматься платы, потому что это идет это все оплачивается за счет средств республиканского бюджета и территориального фонда. Центр спортивной медицины, вероятнее всего, инвестиционным будет проектом, и он будет отчасти финансироваться за счет государства, отчасти будет за счет средств не обязательно гражданина, а той или иной спортивной организации. Организации, да. Здорово. Спасибо вам большое за интересную беседу. И вам спасибо. Хорошего дня. Спасибо. Ну а мы продолжаем. Далее рекламная пауза. Оставайтесь с нами.